O Jezu najmilosierniejszy, Twoja zbrojnia bez końca, ja skarbu łaski niewyczerpania. Безмежно доверяю милосердности Твою, якая понад все Твои справы, отдаюся Тебе цалком и беззаговорочно, как таким чином жить включуся до христианской досконалости. Горячо желаю поширать Твою милосердность, раз выконания справ милосердности, як для души, так и для тела, особливо клопочешься про навертание грешников, несучись утешение тем, кому потребна допомога, хворым и засмученным. О Jezu, оховывай меня як свою властность и свою хвалу. И хоть часом я дрожу от страха, усведомляючи свою слабость, але в той же час безмежно веру в Твою милосердность. Нехай же все люди своей часово познают бесконцую глубину Твоей милосердности, доверятся ее и прославляют Тебя на веки. Jezu милосердный, присутный среди нас в наисвятейшем сакраменте, дякуем за все отрыванные ласки и преображаем за грехи наши. Просим за душу чистую терпящих и заканающих, утеши на веру нашей просьбы собрания на святым блаженстве. А особливым чином интенции сегодняшнего дня хочем молиться за нас, за наших парафиян, об добрым приготовлении до святого Божьего народжения, а так само подготовку духовную, как мы все больше шукали Бога. Z dziennika świętej siostry Faustyny. Niechaj się sprzaczynająca do każdej pracy, jaka może być w klasztorze, niechaj wąsiki zawsze będą czyste namiery, потому что Богу wielmi nie podobается mieszanina. Niechaj oni sami rozkazują u znieżnych prawinach i prosić nastoятелів o pokucie. Niechaj гэта robić u duchu pokory. Niechaj oni lubić одна одну высокою любов'ю чистою, бачачи у кожної сестри Божий образ. Особливою рисою этой малой конгрегации буде любов. А тому нехай вона не обмежовує swojego serca, ale охопливая увесью свет, świadczyć każdej duszy miłosierdzie sprawa litwu, zgodna ze swoim poklikanem. Kiedy my będziemy u takim duchu miłosierności, to i sami zasłużymy miłosierności. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych, теперь и в хвилину смерти нашей. Wieru Bogajca Всемогутного Stworителя неба и земли и в Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замуженный при Понтским Пилате, укрыжованный, помер и был похован, и зашел до отвани на третий день воскрес померлых,
Узышел на небо садить праворуч Бога и Отца Всемогутного, оттуль придя судить живых и померлых. Вера в Духа Святого, святых крещенных Алексей, едно святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Ojcze Sprawiedliwy, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i postać najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, Как прощи за грехи наши и всякую свет. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки. Будь милосердный за нас и до всякого света. Ojcze Предвечный, вверую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как прощи за грехи наши и всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. деля Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Отец Вечный, офиарую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как прощи за грехи наши и всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезной муки. Будь милосердный за нас и до всякого света. Отче Предвечный, офиарую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как прощи за грехи наши и всякого света. Тебе Его болезные муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезные муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезные муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезные муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезные муки, Будь милосердный за нас и до всякого света. Тебе Его болезные
муки. Будь милосердный до нас и до всего света. В деле его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. В деле его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. В деле его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. В деле его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче справедливый, охвярую Тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как я простить за грехи наши и обиды всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Смилуйся над нами и над всем светом. O krov i вода, яка винула з найсвятейшего серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. O krov i вода, яка винула з найсвятейшего серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. O krov i вода, яка винула з найсвятейшего серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Єзу, довіряю тобі, Єзу, довіряю тобі. Jezu, довіряю Тобі. Святая сестра Фаустина, святий Ян Павел II, святий Архангел Михаил, благословленный Бронислав Макевич. Tajemnicu zaskrawętego pozwalaj maszczyra Ciebie, tracić moc staronie prawa, Bożonowy zdrawanie. Что нам разумне творчить, святого веры принятие, Богу вечному Тройцы, православление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя. Духу, что от них походит, Отцу вечного светла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в найсвятейших сокровах Тимофеев дал вспомин своей муки, просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы за все отчували секрет Твоего откупления, як Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь.
Божий Матір, о хлібі наш живий, у сакраменті, славлю Пана, Божий Матір, о хлібі наш живий, у сакраменті, славлю Пана, Божий Матір, о хлібі наш живий, у сакраменті, о хлібі наш живий, у сакраменті. Искаю вам, Сакаяву, близкаю вам, життя святу, близкаю вам, Сакаяву, близкаю вам, життя святу, близкаюсь вам, шакаяву, близкаюсь вам, життя святу. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Witamy wszystkich tych naszych świętych imszach w naszej kaplicy. Сегодня хотим остановиться и порозważać над 5 условиями доброй исповеди, про які ми всі любі добре ведаємо. Podczas tej świętej mszy będziemy prosić Pana Boga o naszych intencjach. Ja молюся за душу чисту терпевшие, які найболее потребуют Божьей милосердности. Перепросим за все наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охрану. Spowiadajmy Bogu Всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я веки, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего, нехай
niechaj zmiłuje co nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Ksiądz Aleksander spowiadaje, a niech to chociaż Chrysta z sakramentu pojednania, to można to uczynić. Молимся. Милосердный Ojcze, łaskawy wysłuchaj prośby Twoich wiernych, jakie z radością czekają w przyjście Twojego Syna uczłowieczeństw Ciebie i daj nam dosięgnąć życia wiecznego, kiedy nasz Zbawca znowu przyjdzie w sławie, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prawu się, jaki wieczny ja. Amen. Читание книги пророка Сафония. Радуйся, дочка Сиона, триумфуй, Израиль, веселися и радуйся от усего сердца, дочка Иерусалима. Отменил Пан присуд над тобою, прогнал ворога твоего. Пан, король Израиля, посеред тебе. Уже больше не убавишь зла. В тот день скажу Иерусалиму, не бойся, и Сиону, нехай же не славнут руки твои. Пан Бог твой серед тебе могутный, и Он избавит. Будем ли радоваться тебе, узрушенную любовью своей, будет тешиться тобою в веселости, як у святочный день. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu. Sławcie Pana na pustyniach, grajcie Mu na 10 strun na jarcie. Śpiewajcie Jemu nowую pieśniu, Prigorza grajcie Jemu i uczna. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu. Namiery Pana trwając na wieki, zadumy serca jak ona nas pokalenie. Szczęśliwy naród Bogam jako radość Pan, naród jaki On wybrał sobie uspadczynu. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu. Dusza nasza ja czekaje Pana, i On da pomoga i obrona nasza ja. Radujется im nasza serca, na Jego świętoje imię my spadzająся. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu. Alleluja, 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 alleluja. Emanuel nasz Władari, zakanodawca, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boża. Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia dla Łuki. Chwała Tobie, Panie. Собравшися Мария у тые дни поспешалася у горную краину, у город Юды, и вошла в дом Захарии и привитала Альжбету.
Калі Эльжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоне яе і напомнілася Эльжбета Духом Святым и ускликнула моцным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами и благословленный плод лона твоего. И откуль мне это, что мати Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привитания твоего захучал в ушах моих, узварухнулася от радости дитятка во лоне моим, и счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказано ей Паном». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сапраўды, як сказаў, 5 умоваў сакраменту пакаяння, як жа вельмі важныя у стасунку, каб не наракаць, што споведь в нашым жыцці, которая говорить, что уже 100 разоў спавядаюся, а нічога не мяняе. Хтось говорить, 50 гадоў уже спавядаюся. Так само гэта споведь нічога ў маім жыцці не дае. Ані я не лепшы, ані горшы, а такі самы, як вы, хтось скажа. І сапраўды так вельмі часта ёсць у нашым жыцці. Вельмі першым важным пунктам, да якога трэба аднесціся, гэта і ёсць рахунак сумлення. Чым ёсць гэты рахунак сумлення? На сам пачатак трэба сказаць, як ён выглядзіць у нашым жыцці. Калі я гэты рахунак сумлення чыню? Может, ты когда сегодня задумал, что пойду в костел до исповеди и буду вести с хаты до костела и хотя думать над своими грехами, чем я завинил против Пана Бога, против ближнего и против самого себе. А может, когда приду, буду стоять у разъеда конфессионала, шмат людей думаю, я сам не исповедуюся, и сделаю себе рахунок сумления. Вот там отцу встретился с такими выпадками, что кто-то сидит у лавки, бачит, а кто он сам конфессионалист, пойду и я исповедуюсь и позбавляюсь. Калі хтось так чыніць у дачыненні да першага пункту рахунку сумлення, так споведь у нашым жыцці, у вашым жыцці, у маём жыцці ніколі не прынясе якісьці добрых пладоў, не дазволіць нам штосьці ў жыцці змяніць. Чаму? Бо вельмі важным пунктам у рахунку сумлення гэта і ёсць прызваць Духа Святого. Духу Святый, прыйдзі, асвяці мой розум, асвяці маё сэрца, каб я мог убачыць, чым я пакрыўдзіў твою любовь, чем я покрывдзю любовь ближнего человека и чем я покрывдзю любовь у дачыненні да сябе. А ў якіх пунктах? У гэтых 4, якія мы говорим у споведzi паўшэфнай. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельмі думкою, словом, учинком и занепанием. 4 пункты, як же вельмі важныя думками, словом, учинком и занепанием. У дачыненні да каго? На пачатак у дачыненні да Пана Бога, затым у дачыненні да ближнего, а затым у дачыненні да себе. Пойдем от конца. У дачыненні да себе. Як гэта зразумець, любіць самого себе? В які способ? Хтось скажа, що любіць самого себе гэта быць эгоістам. Правілова, это калі крывая любов. Калі я сам себе люблю, сам себе дорожаю, і ще остальные мне не обходится крывая любов. Але Ян Павел II сегодня уже святый, вельмі добро сказал и мудро, что любить самого себе это не означает быть эгоистом, а любить самого себе это означает ставить себе какие-то вымоги и их реализовать. Час адвенту это час постановы якісті. Не ставить себе какие-то постановы, что хочем быть лепшими в этом направиться. Это значит у любови до самого себе. Не для этого, как показать Пану Богу, что кто-то. Не для этого, как показать нашим близким, что мы пели добрые. Что мы ничего в жизни не робим. А не для этого, в первой черте, как любить самого себе. Бо кто вставляет себе какие-то стимулы и развивается. Ведаем, что человек, который перестает альбо читать, альбо не ведает что-нибудь, альбо развивать свое слово, как наш умысл замирает, и мы в любом моменте можем иметь склерозу. А треба завжди хтось говорить, вчить якийсь язик, альбо читати якусь літературу тяжкую, а не пробовать ее зразуметь, тогда наш мозг постоянно развивается. Даже если мы люди старшие, вельми старшие, мы повинны так само от себе помогать, как наш ум развивался постоянно. Как постоянно не было такого, что мы чего-то не правильно. И это и есть дочинение любовь к себе. Когда я себе не буду любить, да, потом я буду ходить кому-то своим житем. Буду иметь это, не забывать.
Nie zawsze jest, ale to jest przykład. To jeden z przykładów. Albo nie poważać swoje zdrowie. Byli do czego, a potem kaliści już budą mieć 50 lat, nie muszą policzyć, że to nie chcą się tylko położyć, spalić i spać. Dlatego się liczy tak samo nielubowью samого себе. Nielubowью samого себе. Bo nie wydaje się, że położyć na licy i spać dobre, nie, to nie dobre. Bo ktoś ci nie должен tutaj chodzić. Ktoś ci должен заниматься. I tak dalej, i tak dalej. Jest różne punkty informacji dla nas, za te moje takie banalne przykłady, ale wielmi jasne. To jak to zrozumieć? Lubić nas dalej bliźniego. Bo kiedy ja говорю, что любовь ближнего к тебе, в каких способах она любить ближнего? Чему такие, что я могу догадаться, ему помогать, кто сильно сказал в школе, все тебе дозволяю с моим вкусом, я не люблю учиться списывать в школе занятки. Это любовь ближнего? Нет. Это школа для ближнего. Это великая школа для ближнего. Он повинен сам учиться, сам повинен развиваться. Я маю право ему сказать, что может так попробуй, может учить такую теорию, может попробуй так учиться и так далее. Это будет добре. Але коли я йому подам на блюді, то, до чого повинен змагатися, то в його житті нічого не зміниться. Як колись у одному із народів африканським хлопці чинили мужиком. Виражили на охоту, поки не запалює на льва, а поки не запалює на буйвола якогось. То не говорили, що він мужик. Він допомагав, він мав 14 років, а не хотів, щоб він умів сам з'єво стояти. Умів прокормити самого себе. Это есть вымога, это означает любовь ближнего от людей. Не того, что батьки не любят это дитя, иди порой и працуй сам на себя, а не поэтому, что это единый способ, как мы любим тебя, и как ты научился этой любови. Это и есть такие случайные приклады, а не правдивые приклады. Человек это любить другого человека. Но это означает, что у другому человеку, как мы сегодня прочитали из дневника Святой Сестры Фаустины, у другому человеку я бачу Божие обличие. Я бачу Бога самого. Я этого человека не крывдю. Я его не критикую. Я его не обновляю. Я не чинюсь над кимсь, что им хочу кировать. Могу подсказать, а не кировать. Не манипулировать. Кто-то может своей особенностью манипулировать всю семью, например. И кто-нибудь из этих родителей будет каждый пытаться у мамы, а у батьки поступить в житті. Уже мають 25 років, але будуть пытаться поступить в житті. Это манипуляция, зманипулював хтось, йому надавається, бо хтось мене слухає, комусь я потрібний. Здесь там нехватка была, количество любові, чтобы этой любовью все его любили. Это не любовь, это манипуляция. А это зачем у духовного напрямку идет. Рахунок сумления. Та яким повинен бути? Повинен просити Духа Святого. Дух Святий показав мені, поки я буду призивати Духа Святого, то Дух Святий мені відкриє очі, і я бачу, надається хтось скаже, «Ксьон, для мене це не грех». Коли я зустрічаю таких людей, говорю, «Ксьон, для мене це не грех». Що я, наприклад, зранці не молюся, або вечором не молюся. Говорю, коли для тебе не грех, то ти вже є з Богом. Коли для всіх з'являється грехом, в катехизме Костельном прописано рекламно, что в Писании, что это грех, а для тебя это не грех, это ты Бог. Вот ты сам для себя установил право, и от этого права стосуешься, и для тебя это не грех. Ты лишь повинен способиться, что ты еще Богом являешься в своем житті. И можешь еще других так научаешь, не дай Боже Божьего. Написано об тебе одразу, увяжи себе камень млинский в шире всего озера, как я люблю топиться, читать совершенно ближнему человеку. Это и есть. Выдается, что такое посмотреть. А случайное слово удочерение до когось. Мое слово может быть для меня, например, может ничего не варто. А я себе задумаюсь, что этим словом, которое мне ничего не было варто, что я с когось может кому-то его проморочить, что я могу его покрыть, и уже кто-то тебе 10 годов не называется. Вот питание. И поэтому я призываю, Дух Святый, приди и покажи. Покажи, какой я мог соблюдить. И не только что, погоди на первое слово, я надо спросить, а уже несколько дней приготовляется к школе. Мы у законе, будучи у семинарі, на ліцяці, завжди увечері робиться рахунок сумління. Увечері з кожної рахунок сумління. Чому? Ви зависите сповіді, чоловік собі уклейкнув на полботинки, всі грехи вже все було поукладено, все можна записано, отчаїв. Окей, відомо, найважніші будуть такі, над цим треба працювати,
Это так само грехи вещцы и душ так дальше. Немає проблем. Немає проблем. Вот добрый рахунок шли. Добрый рахунок шли. А если я не ведаю, вообще, чего я маю заповедаться? Вот так само может быть. Ну, я не бачу, я святый человек, я не бачу. Товар может, жонка повинна звернуться до мужика и питаться. Это что, дорогие, чего я маю заповедаться? Чем я тут хорошо удочерение для тебе? Может, удочерение для детей подвести, взять карточку, не тоже записать? Подумать может заправить такие вот поёс может. Але сам на чистую сердце подумать. Стать один сам с Паном Богом, это особенное питание. Не потому, что, может, я не хочу бачить, но мне это не выгодно направлять свое життя в одну направу. Але, може, справді кривджу, шмат людей при мені хтось собі не намучається. Звичайним словом може когось мучити. І так далі. Або мужик так само приходить до жонки і скаже, ну, з чого я маю тут висповідатися? Бо наші близькі про нас знають всі грехи. Всі грехи знають про наші близькі про нас. Но так видається, що ніхто нічого не знає. Все знають. Так варто їх запитати, коли ми не знаємо своїх грехів. І нам все скажуть. Это первый пункт, который bardzo вельми коротко, который тычется рахунку смирения. Памятайте, призываем Духа Святого и отказываем на питание у любови до Пана Бога, у любови до ближнего и у любови до самого себе. В 4 сферах мысли, слова, учинок и занедбания. 4 речи, которыми вельми часто мы крашим и шкодим другому человеку. Наступний пункт – это жаль за грехи. При жаль за грехи так само треба призвати Духа Святого. Как Дух Святый допомог зауважить тое, что для меня не з'являлося грехов, что я когось таким покрывдил. И в жаль за грехи я повинен зрозуміти, что хтось носить жаль для меня. Пока я это зрозумею и буду жалеть, у меня сердце, прагнение сердца будет уже. Посумление – это голос Божий. Czyli pragnienie Boga będzie, kiedy я пошел и пробовал найти пробачение у того человека. Перепросить, может признаться, что я не верил, что это сделал несведомо, а может сделал специально. И треба признаться, чтобы стать в правде перед этим человеком. А для этого может нас довести только Дух Святый. Дух Святый. Но Дух Святый нам дает. Когда не ведаете, как молитва в Святом Писании написано, призывайте Духа Святого. Дух Святый вас осветит. Вас осветить, покаже, над чим треба працювати, в якому напрямку треба було б йти. І справді, жаль за грехи, як же вельми важний пункт, так само вельми коротко, бо час нас гонить, а треба якось більш-менш цю тему трошки приблизити нам і кожному з нас. Жаль за грехи. Это означает, что я у першей черзе маю постановить себе, перевести до 3 пункту твердое постановление выправиться, постановить себе маю, что хочу вырваться каждого греху, всех грехов, которые меня отдаляют с Пана Бога. На эту хвилину, даже как алкоголик пришел бы исповедаться, что он алкоголик, что он мает зависимость алкоголическую, ну это хвороба дома. И он на этот момент выракается от греха. Хоч може вийти за хвилинку, і там вже його сябри чекають, а на цю хвилину він пробує коли шукати, що отрекається від греху, то Бог дасть ласку. Бог дасть ласку. Може не одразу, а буде чекати до того чоловіка, де його приготовлювати, як він справді цей алкоголь мог оставити. Вилічить моментально, Ісус Христос так вилічив. Поглядів і вилічив. Хтось на тому, що напередили, вони доплащує його на отримав оздоровлення. Бо тим є віра, про якую есть говорка. Твердое постановление выправиться. Я повинен выракаться не только греху, а выракаться тих речок, які можуть звести до греху. Выракаться даже трошка ухиленных дітей, которые могут звести до греху. Через спокусы. Спокусы выракаться. Ведаете, чему это спокуса есть таким камушком? Стою на вершине горы и тримаю эти камушки. Я могу этот камушек отложить, а человек такие, я могу войти в покусу из ее выйти. Нет. Из этой покусы уже не выйдешь. Войдешь в покусу, тоже покуса так мощная, что на человека стягивает у греха. А грех – это смерть. И этот камушек, эту покусу я могу отложить на верх горы, а не могу кинуть его в пригоршень. Я буду катиться по этой горе, буду бить, отбивать наступные камни, наступные все больше и больше. Это ко мне, что будет такая великая лава идти.
эта лава будет на своей дороге все знищать и умертвять, так что будет смерть на конце. И это есть грех. Но почему, когда есть маленькая покуса маленьким камнем, она под конец так раскручивается, что все на своей дороге сметаем. И поэтому твердое постановление выбрать это, я выракаюсь и постановляю, что буду стараться их не доверить, как тих речей, которые меня отдаляют с Пана Бога. Наприклад, хтось має проблему з чистиною, але читає літературу, не веду там якусь таку розную, яка вельми моцно, образно чоловіка прибушає і розвиває до греху. Это нет, это уже есть покуса. Ты уже вошел в эту покусу, уже читаешь, уже все. Уже мать человек коллег, это думает, в Святом Писании написано, что в сердце твоим, то и на языку будет твоим. И заправдуется, то и в учинах будет твоим, то и в поступках будет твоим. Заправдует так и есть. Это все с Святого Писания. Твердое постановление выполнится. Все, вырекаюсь греху, вырекаюсь даже малейшей покусы, малейшего искорки от греху, которая может меня оттянуть от Пана Бога, отдалить от Пана Бога. Бо вельми часто може мене щось притягнути до Пана Бога. Отдалить Пана Бога. Наступна річ – це щира сповідь. Як же вельми важний пункт. Щира сповідь. Прийти і добросумленно визнати грехи. Мы маем устыд, нет? Сами устыдимся грехов. Это не добре. Бо устыд – это уже наша покупка такая. Бо мы боимся идти до исповеди. Это сам, я хочу это хоть повидаю, так само я маю стыд, альбо тяжкость пойти до исповеди. Попросить позвонить святора, как приехать, как исповедаться. Это не так легко, так само, я верю. Они хоть повидаются, стараются исповедаться, что во что-то ты. В зависимости от того, выпадает. Но все равно твердое, щира сповідь. Це яка така щира сповідь? Хтось може со старших привести. В чому? Я глядел фильмы для дорослых, я спрашиваю, какие? Вестерны были. Не, все, фильмы для дорослых. Какие? Ужастики? Ужастики ты глядел? Ну, мне все смотришь, что фильмы такие для дорослых, я глядел. Тяжко. Разрешите не было тяжкости. Але что тяжко признаться, что я сам кто-то сказал, что глядел фильмы какие-то непристойные, порнографичного просто какого-то стиля. Але гроші-то не. Але так обкрутить. Як би сказати, это грех, как бы был грехом. Як бы сказать, священном подрастании. Добре учинив человек, добре ты учинив. И мы так само возле конфессионала крутим. А чому? Ну, наприклад, была Господь у пробощей готовала еду. Готовала еду, то есть такие анекдоты. Готовала ежу. Ну и, конечно, почула голод. А молила суп с капустой. Ну и подумала, есть там кавалок мяса, а съел брошь, не съел, что там было мясо. Ну и съела это мясо, ну и все. И пришел час на исповеди. До ближайшего костела 50 километров, не можешь ехать, не на ногах. Один день нести в одну сторону, второй день в другую сторону. Но не моя. Ну, пойду до своей пробы исповедаться. Ну и там говорит грехи, все грехи сказала, вот. А про башчурку, а я еще не хорошо забыла сказать. Какие там грехи? А ведаешь, что ksiądz proboszcz, u księdza u kapuści chodziła świnia, ja nie wygnął. No bo zrobiła, bo szkoły nie niosła. Musi groch wyznała. Gdy też to grej było, to już nie grej, że proboszcz a słowanec, dobra, tak dalej postupali. Można być te kolega. Albo jak młody człowiek przyszł spowiadając całe grzechy, a jeszcze jeden, ukrał szturok, Ksiądz dał odpuszczenie grechowi i puścił go. No i wychodzi do swoich znajomych. I jak tam? Вот что? Ну, был я в исповеди, и что сказал? Я что сказал? Сказал, что украл шнурок. И что, это ksiądz? А я не запытал, что было. А что было? Я не запытал, что на конницу шнурка у него была увязанная корова. Я украл шнурок только, а на конце того, что там притянулось у меня. И так само в нашем житті, такие банальные, смешные приклады, грешить-то не боимся. А стыдно захопляє. Як будуть сказати з тих грех, то його не сказати. Альбо вельми повшехно у людей это писать то, что колись я учил в школе, уже теперь у Польши нема, а як я учил в школе, то в школе больше что полгода треба было был наставником писать самохвалку, czyli себя похвалить. Что я заробил тягом полгода с детьми, какие акции провел и так далее, такие самохвалки писались. Каждый из наставников за это смеялся, и треба было писать, сам себя хвалил. И такие, там, когда А4 треба было писать, на один раз, второй раз, и за каждым разом в школе треба было это писать. И сами мы так приходим до споведи,
Мы так само, рожанец гуляю, молюся з ранниці вечора. Я грехов не маю, але мои близкие, мои знакомые, мои соседи, мой мужик, мои дети, я свои говорю, грехи не свои, а их. Тут оставалось только святой конфессионала уклончить перед человеком, не знаю, как его поцеловать, вот все человек, конечно, там и крики целуются, ролики ее, его так само можно ролики целовать. Это человек, вот святый, ходит по земле, и уже святый человек. Грехов не бачит, а и чужих бачит, а и он не. Написал самохвал, говорит, все виконує, все не згодно з правом Божим. Але зараз ми до того дойдемо. Зараз ми до того дойдемо. Це буде конкретна щира сповідь. Щира сповідь. Вона вельми тяжка. Але вона нам показує, поки ми виконуємо четвертий пункт добросовременно, то він нам показує, що не варто грешити, тому треба признатися. І не тільки що треба признатися, треба сказати, в яких у условиях, коли це був тяжкий грех був зроблений, що мене накеровувало тебе. Це вельми важна річ. Вельми важна, бо Святар не ведає, що накеровувало чоловіка часами до тяжкого греху. Хоч Святар представляє Пана Бога, ми просимо там Духа Святого, Святий, подскажи, що тут маю, що этот человек хоче до мене сказати. Дух Святий роз'яснив мой ум зрозуміти. Але часами чоловік нічого не чує, то вірне, не треба нікого попустити, говорить этому человеку, він очень хоче його. Але одразу дати спущення греху і відпустити. Щира сповідь, це не важно. Пам'ятайте, добросовременно щира сповідь. Це вельми важно було. І апошній пункт. Хтось тебе сказав, виконання этого апошнього пункта это пустяк. А нічого не важно. Виконання призначеної покупки. Так ладно було б задасть учинення Пану Богу і ближньому. Пану Богу і ближньому. Старі для таких, як я учуся, в новому нашому Польщі мало звернув увагу. Є тільки задасть учинення. А є ще задасть учинення Пану Богу і ближньому. Вельми важна річ. В катехизме написано, тут как бы читается катехизм по-белорусски, виконання призначеної покупки. А что за призначение? Это не то, что до конца. Святар задал нам, пусть молитву маленькую, мои отмовили, и мы думаем, все. Бай-бай, грехи, пока все время добро. Нет, братья и сестры, это не так. Это не так. Теперь треба направить вирішену кривду. Наприклад, мужик вернувся до хати, зденервувався на праці, може, по дорозі хтось цьому вискочив на машині і заїхав дорогу, вже це нерви вельми великі, вернувся до хати, ну і як вижиться на жонку, почав кричати. Кричить, але на жонку кричить, свариться. Діти це бачать, а діти бачать, що батьки сваряться для дітей. Це взагалі страшно, що діти такое глядить. А хто мені і втратить самопочуття оборони? Хто його буде обороняти? Хто його буде виховувати? Дитя такое не ведає. Як батьки крутяться, то у кого я не допоможу? Ну і добре, такий мужик зрозумів, що неправильно поступив, вернувся, висповідався, вернувся до хати, а тепер треба задасть учинити, чи направити виконане слово, яке я вчинив. Чи, може, невідомо, хтось тобі сказав, молодежь больше сказала, пожалуйста, купить кветку и шоколадку и привезти, что дать, сказать, промашка, ласка, больше такие будут. Что здесь такое? Что здесь такое? Купить может кветку, может спороть шоколадку, может что-нибудь другое, может не дать на якийсь подарунок, а не запросить жонку, запросить этих детей, сказать, дорогая, пробачь нас, что я был здоровованный, ситуация заясняла такая, я уже так не думаю, это все было сделано неправильно, я так не хотела поступить, не хотел так поступить. Ситуация меня змусила пробачить, затем обнять жонку, такое дитя, которое будет стоять возле детей маленьких, возле батьков маленьких. Вау, мама любит тату, тата любит маму. Все, любовь с ней, дитя уже тратит, має, що може плести і шукати наш грех, а його покривдить і жонку, і дитя, а у дитяти серце осталося на все життя. І в тому проблема. А потім, коли ростає дитя не веде, чи може батьков туда что-нибудь, чи не туда, вельми часто розпочинає жити своїм життям, а ми себе задаємо питання, чому він може жити своїм життям? Чому? Що ж таке є причина? Забуваємо, що десь якась причина виросла.
і дала негативні плоди принесла життя. Виконання призначеної покути, виконання призначеної, не тільки молитви. Молимся, как просить пробачать, а выправляем то, что мы нашими поступками, нашими грехами. Кто-то, например, любит потрындеть, оптимистично говоря, кто-нибудь говорит один об одном, много речей, кто-то чинится таким судьей. Мы хотим осудить кого-то, убачить его реальные поступки и вынести вверх на ниже. Мы же, чем мы стоим, и мы будем видеть, что это поглядите, и он такие, о-о-о, и он такие. В этом учимся Пан Бог. Пан Бог нам так не поступает. То мы же учимся еще выше, чем Пан Бог. Маем нас право осудить Пан Бог, а мы маем право осудить самого себя. Самого себя, когда приготавливаемся до сакраменту покаяния. Когда выполняем 5 умов покаяния, сакраменту покаяния. Так, виконання призначеної покути. Виконання призначеної покути. Так, коли я учинив, коли я щось на когось сказав, і потім став усвідомий. Гредне сказав. Треба було би позвонити до тих, з ким я розмовляв, сказати, що я так не думав, это неправильно, або пригласить на Хорвату, на каву, вытлумачить ситуацию, что я ошибся, что я здесь чув, это неправильно. Это зачем не такой человек, я говорю, он может и добре поступает, я его не знаю, я так просто говорю. Может прикрыть свои поступки. А коли, это моя плетка, уже пошла влево, это такие с плетками, нет? Берешь подушку с перьями, выходишь ветер такие высокие, распинаешь эту подушку, выбросаешь с перья, а потом идешь и собираешь. Собираешь с перья ни за что. То самое слово не нашли. Все слова наши, не пособираешь, некоторые собираешь, а некоторые уже все. Полетели у рая, говорят. Увырали, проборцы ласки, мы уже их не догоним. Тогда, в другом сенсе, я повинен казаться всю жизнь, бо уже не моя. Может помолиться за этого человека. Может, треба даже заказать святую имшу. Может, я его так очернил, что он справді, теперь его я. Там, где стилистка лежит, в очах других людей. Я уже много так говорил. Задачу чиним. Браты и сестры, когда мы будем выполнять эти 5 умов, уточнили даже до одного греха. Поглядите, хорошо минуту, как его направить, ху-ху-ху. То мы себе задумаемся наступным разом. А если мы попробуем направиться, чтобы покрыть, мы задумаемся, что правда так поступают, что не поступают. А может идти каким-то другим направлением. И нам не будет хотеться хорошить так легко. Не будет хотеться хорошить так легко. А затем рахунок сумления, жаль за грехи, кто это восстановление выправится, ширая исповедь, выконание призначенной покути. Я еще могу давать много причинов, а я не буду хотя бы давать. Хочу как-то посылать вам столько информации, сколько есть. И опошная речь, за якою мы повинны сподобаться не только за всеми головными грехами, які ми знаємо, пиха, стіба, заздрість, гнів, розпуста, неумеркованість їжі і пиття єнота. Але перша річ, з якою ми повинні висповідатися, це те, про що є у Другозаконні, і це те, про що говорить Єсус, коли його питають: наставник добрий, яка перша і найлепша заповідь? Люби Пана Бога твоего, всім серцем твоїм, всім розумом твоїм, всією волею твоєю, всією силою твоєю. Перше. Люби Пана Бога твоего. Люби Пана Бога твоего. За это так само повинен сповідатися. Яка є моя любов до Пана Бога? Чи я тое, що роблю якісь, приходжу до костюла, чи я приходжу з любов'ю до Пана Бога? Може, приходжу, бо серце мене призиває помолиться за якісь нещастя великі. Это уже не любовь Пана Бога, это уже любовь самого себе. Ось цікаво, не? Чи, наприклад, то, що я справді кожен день молюся, чи я молюся, тому що мене крестять научили бабулі, дядьки, батьки і так далі, чи я молюся з любов'ю до Пана Бога. Чи я кривлюсь надлегка на Пана Бога, що моя молитва не вислухана. Бо моя молитва вислухана, ваша серця вислухана. Може не одразу. Як я сказав, Бог має для нас, кожного з нас кишень. Там закручивается, и вы говорите, такая скоробонка, это кишень плавается, где кидают сверху гроши, пенки, не? Когда треба, то мы эту скоробонку разбиваем и берем столько, сколько нам треба.
У Бога есть так само скарбница для нас кожного, наших добрых поступков, нашей молитвы, якую мы читаем. И нам, может, теперь эта молитва не принесла скутков никого, мы не чуем никакой допомоги Пана Бога. Але коли справді треба бути, коли треба бути справді, то Бог відчинить эту скарбницу. Скаже, дари столько треба. А в Святом Писании написано, не даст нам столько, сколько мы дали, а насыплет нам столько, что мы не несем. Что мы не несем. Так что, браты и сестры, это коротко, вельми коротко, але 25 умов доброй споведи и доброй споведи, такую вельми важно добро высказаться. Як вельми часто люди не виконують добру сповіді. Ця сповідь називається так зване сєнтекратська, неправедливе, грешна сповідь. Можна часами зустріти в конфесіоналі, що приходять наречені і сповідаються. І вона сповідається, що в них там щось було перед шлюбом, а він нічого не говорить. І ще так, веде, але не може нічого сказати, бо це не сповідь. Не може навіть навігнути. Не может даже навести какие-то способы, там можно пробовать подвести, а не может просто сказать. И ведаешь, что он споведается, я ему дам отпущенный грехов, но он визнал. Это его споведь святократская, он запоен ходит до алтара, он там находится, и вот если святократская споведь принесет святократскую коммунию, приступит святократская до сакраменту сужества, а потом скажет, что в моем жизни Пан Бог ничего не меняет, что в моем жизни Пан Бог меня покинул, а что ты запросил Пана Бога, что ты отчинил сердце твоей своей. Для Пана Бога, для ласки, якої Пан Бог хоче дати. Ты люби Пана Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей силой твоей, всей волей твоей. А так само ближнего твоего, як самого себе. До Бога, а и сам всемогущий, даючи верно выполняя свои обязанности, выслуховывая просьбы своего люда, доверяем несем наши молитвы. Молимся за святый костел, совершающий святую Евангелие, подрисовал людей на встречу с Христом. Просим. Молимся за святороков, в эти дни шматликие обовязки и апостольские працы сподорожничала им особливая допомога Святого Духа. Просим. Молимся за людей, которые находятся в шпиталях и домах социальной опеки, как им так само могли пережить радость Божьего народжения. Просим. Молимся за людей, которые до этого часу не открыли своего покликания в житті, как умели поглядеть с Божьей волей, походиться с Божьей волей. Те просим. Молимся за нас, собранных коля алтаря Пана, как мы дозволили Христу керовать нашим житем. Те просим. А будь Пане в Твоем костеле духа апостольской отданости, как выбранные Тобою слухи обещали свету добрую новину об избавлении праз Христа, Пана нашего. Свет поднебесный, Бога пугает, сердцем своим я спасу зову. Под овецу мою люди, о, приди, утеши нас, мы любить Тебе все будем, о, приди настал Твой час. Дева Мария, мы Твои дети, Ты наша мать, и на кожный день мы нам ясно, соненько светишь, наших рабов смешающий день. За свои грехи тяжкие мы усрущены,
очень спасо, о Мария, сердце отдаю ему. Молитесь, как мою и вашу я офяру принял Бог Отец Всеволодный. Нехай Пан Бог прийняв офяру з рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дары, якие Ты сам уделил костелу, и Своею мocою перемени их усадял, який дає нам збавлення нас Христа, Пана нашого. Pan z wami, И с Духом Твоим u Bogu sercy, узносим и a дохвалим. dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Za prawdy godna, weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boża, prac Chrysta Pana naszego, Jego предказывали все пророки, Dziewa Macie nosiła Jego pod sercem z niewymownej любовью. Jan Chrzciciel proroczył про Jego przyjście i obwieścił Jego присутность wśród ludzi. I On daje nam łasku z radością podrychtować do światu Jego narodzenia, aby znaleźć nas, kiedy przyjdzie, pełnych wdzięczności i молитвенnym czuwaniem. Tam z aniołami i archaniołami i z wszystkimi świętymi my obwieszczają Twoją chwałę, razem z nimi usklikając. Святый, 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 Pan Bóg Всемогутny, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословленный тот, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Zaprawdy Boża Ty święty, krylica usalakiej świętości. Tam uproszę Ciebie, a święciwe Ty dary rasoją Ducha Twojego, jak stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każący: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każący: Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийścia в хвале. Wspominając śmierci z mертwych powstanie swojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, пребывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym, Józefem i всем духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, jakie поснули надеи на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласce дышал с этого свету, i dozwoli mu baczyć światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Pannej Maryjej, ze świętym Józefem, jej rannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, aniołami i всеми świętymi, jakie sprzed wieku podawali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta.
Raz Chrysta z Chrystami ukryście, tam Boża Ojczał się Matny, ujednaćcie Ducha Światoga, usia wasza na niej chwała, prazu się wielki i wieczny ja. Бог нас так полюбил, что спасал нам як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай нас кара супокоить дни наши, да помажи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć go supokojem i jednością, jaki żywiesz i waladarysz na wieki wieczny ja. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Я тебя решаюсь, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я тебя режь на себе, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я тебя режь на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Будь баранок Божий, будь той, кто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру я Божию. Пане, я не варты, как Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Небесы, просто сгрешил, хвали спасите, Бога Мессию, не садятивы, укрывай твой Отче на твои лица, подаваться Богом. Дайте небесы, просто сгрешил, хвали спасите, Бога Мессию. Грех нас грешил, и все люди разом, разбавцам свету, не был проказе. Дайте небесы, росы сгрешил, хмары спасите,
має быть посланный. Дайте небесы, росы свышинял, Мары спошлите, Бога Мессию, люду сутешься, ты забудь недолю, спутал греховных, выйдешь ты на волю. Дайте небесы, росы с вышинял, хмары спошлите, Бога Мессию, веры открыть нам, вечной ласки Божия, дай же нам спасу, что грех переможа. Дайте небесы, росы с вышинял, хмары спошлите, Бога Мессию. Молиться. Пані наш Боже, прийми ласкаво дари, які ти сам утягів Христову, і своєю мocою перемінив царям, які дає нам славлення раз Христа, Пана нашого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Завтра святий інший. У 6:45 раннє, у 15 так само разом з дзвіночком і в 19 увечері. Завтра тема наша час, який вельми важливий для нас є час. Тут завсюди бахвальові, Всі нами прославлювати, найсвятейший сохрани, наш небесний Тестамент. Будь завсюди похвалений, всіми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный Тестамент. Будь завсюди похвалений, всеми нами прославлений, найсвятейший сакрамент, наш небесный Тестамент. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастав злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесна, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Амінь. святий Боже, святий моцний, святий всяродний, змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий всяродний, змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий всяродний,
zmiłuj nad nami, od pożaru, głodu i zarazy, barani nas Boża, a drapoma i nie spadzałaj śmierci, wspierasz nas Boża, my grzeszni, Ciebie